Пицунда завоевала мировую славу из-за уникального сочетания природно-климатических факторов, как один из самых живописных курортов Абхазии, в первую очередь благодаря заповедной сосновой роще. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Здесь морская вода самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря. Мы приехали из Татарстана, из далекого. С удовольствием сюда ехали. Мы здесь первый раз. Нам очень нравится, особенно воздух и просто безумно красивое море. Спасибо вам большое за гостеприимство. Нам очень нравится здесь. Если будет возможность, конечно, приедем. Мы собирали группу, мы приехали с друзьями. И я думаю, что мы не упустим возможность еще других друзей пригласить сюда и приехать с компанией. Тут очень красиво. Мне нравится природа, море. Очень красивые пейзажи. Комплекс пансионатов «Курорт Пицунда» расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей на наиболее ценной в природном отношении территории. Именно поэтому в этом особенном месте часто отдыхают семьями с маленькими детьми. Скажите, пожалуйста, как вам отдыхается? Замечательно. Вы первый раз здесь? И первый раз, да. Как впечатление общее? Как сказать? Красивое море. Природа красивая. Природа шикарная просто. Вот объехали почти. Люди всю замечательные. Абхазию. Наверное, на будущий год приедем еще. Конечно. Куда вы? С Байкала. Боже, Да, далеко. очень далеко. Первый раз? Здесь первый, да. Дети ехали 7 суток на своей машине. Мы летели 8 часов и ночь поездом с мужем. Мы очень далеко. Еще раз приедете, будет возможность? Да, конечно, нам понравилось, замечательно. Уже много десятилетий подряд Пицунда становилась центром культурной жизни страны. Здесь зарождался ставший уже традиционным фестиваль «Хибла Герзмава приглашает», органные вечера в Пицундском храме и множество других мероприятий, которые позволяют слушателям прикоснуться к миру искусства немного больше. В этот раз в Пицунде прошло 4 летних фестиваля фонда «Планета талантов» в рамках международного проекта «Когда мы вместе». Дети со всех регионов России соревновались в различных номинациях. Это вокал народный, эстрадный, хореография, театральный жанр и многие другие. Веселые истории, увидеть не хотите. Веселые истории, веселые истории в журнале. Творчество абсолютно разное, то есть 4-й это фестиваль здесь, на именно абхазской земле за это лето, а так это фестиваль 168-й уже, да, поэтому у нас очень такой насыщенный график. Фонд «Планета талантов» занимается развитием детского творчества уже 7 лет. Идея конкурсов фестивалей заключается не в соревновательности, где выявляется лучшее, а соответственно есть и худшее. Главное – дать объективную оценку работе участников, а также предложить следующий шаг развития. Возраст участников фестиваля самый разный, от 5 лет до бесконечности. География также разнообразная. Сибирь, Поволжье, Урал. Впервые в этом году в мероприятии есть участники из Казахстана. Это поистине удивительное сообщество творческих людей. Собственно, мы приглашаем значимых в данном профиле членов жюри, которые беспристрастно, что называется, судят, оценивают. И мало того, что они просто оценивают, они дают свои комментарии для того, чтобы руководители имели возможность понимать, каким образом, куда им дальше двигаться. И нам было очень приятно, что здесь, в Абхазии, с нами сотрудничали такие имена, как Лев Максимович Кецба, Эдуард Исонович Нанба. То есть это люди, которые оказали мало того, что нам большую честь, но и, мне кажется, произвели фурор среди руководителей и педагогов. Юному участнику из Казахстана всего 9. Уже 2 года Бахтияр занимается игрой на баяне. За спиной масса конкурсов, в которых он становился лучшим. В Оренбурге участвовала, потом в Казахстане участвовала в многих конкурсах. Какие места были?
первый, третий, второй. Этот ансамбль с Урала, из города Коркино Челябинской области. На фестиваль привезли очень сложный номер. Им удалось без единого слова выразить все чувства и эмоции сложных взаимоотношений отцов и детей. Он о отношении отцов и детей, то есть самого развития, как дети рождаются, да, то есть они вырастают, живут со своими отцами и потом уходят. Но все равно возвращаются к ним, помогают и, возможно, встречают с ними самый страшный момент – это смерть. На какое место сегодня надеетесь? Жизнь покажет, как говорится. Что будет, то будет. Ну, естественно, так далеко ехать только за победой. В репертуаре ансамбля множество разных по жанру номеров. От народного танца, эстрады до театральных постановок. В этой дружной семье занимаются 150 человек. В Абхазию они, конечно же, приехали за победой. И мы держали за них кулачки. Гран-призером становится народный коллектив молодежный театр «Проспект Рудников» имени Разумова. Современный танец «Коряками». Аплодисменты, друзья! Планета талантов в Абхазии впервые. И, как признаются организаторы, участникам Пицунда очень понравилось. 90% из них уже хотят вернуться сюда. В течение года через нас проходит более 180 тысяч детей. Да, и часть из них, кто хочет совместить приятное с полезным, что называется, и море, и туризм, и, конечно же, выступления на конкурсной площадке, часть из них приезжают на наши летние смены, которые существуют 4 заезда по 10 дней. И вот, в частности, в этом году мы прибыли в Абхазию. Объединение пансионатов курорта Пицунда – туристический комплекс, состоящий из 7 14-этажных корпусов. Апсны, Бзып, Золотое Руно, Колхида, Амра, Амзара, Маяк. Этот восхитительный уголок издавна является излюбленным местом отдыха. Ежедневно несколько тысяч гостей посещают ухоженный сосновый заповедник, который занимает площадь в 200 гектаров и тянется вдоль берега моря на протяжении 7 километров. Побережье курорта расположено в красивой бухте, поэтому здесь всегда кристально чистое, прозрачное и спокойное море. Руководство комплекса ввело новшества как в инфраструктуру курорта Пицунда, так и в его внешний вид. Установлены множество десятков видеокамер по всему периметру объекта, особенно вблизи корпусов и мест стоянки автомобилей. Вот здание, просматриваемые опасные места, корпуса, первый, второй этаж, где есть проблемные зоны. Пока это, конечно, далеко не достаточно в полном объеме. Но все проблемные места постарались пока охватить. Не далее, как сегодня, на этом месте будет функционировать полноценная система автоматизированного контроля и управления проездом автотранспорта через шлагбаум. Ежедневно через этот турникет на территории курортов Пицунда проходят несколько тысяч человек. Для постояльцев комплекса вход бесплатный. Всем остальным нужно заплатить 20 рублей, чтобы приобрести абонемент, позволяющий целый день наслаждаться красотами заповедника. Администрирование было начато с введения систем автоматизации, в том числе автоматизации учета, введение системы видеонаблюдения, создание системы безопасности. Это требования, которые прописаны нормативно-правовыми актами, но это требования текущего времени. Туристы хотят отдыхать комфортно, а отдыхать безопасно. Поэтому в этом плане у нас ведется активное сотрудничество и с правоохранительными органами, и с администрацией города Пицунды, и мы стараемся максимально выполнять все необходимые требования в этом плане. Инфраструктура курорта Пицунда достаточно разнообразная. Здесь 3 столовые по системе «Шведский стол», морской ресторан, ресторан национальной кухни, бильярдная, волейбольная площадка, открытый бассейн с пресной водой, сауна, концертный зал на 650 мест, мини-рынок, парикмахерская и игровые развлечения для детей. Вместе с министром по курортам и туризму Абхазии Автандилом Гардским мы прошлись по наиболее посещаемым местам комплекса. В этой столовой, собственно, как и в остальных 2, установлены прозрачные стеклянные урны. Нет, не для голосования. Так руководство комплекса пытается узнать минусы и плюсы своей работы. Постояльцы пансионата имеют возможность анонимно высказаться о недочетах в работе служб курорта. Менять надо много, есть в этом крайняя необходимость, и одно из
одним из первых действий по изучению проблем это было введение маркетингового исследования. Вот мы с вами посетим столовую, вы увидите урны, в которые каждый турист может заполнить анкету и опустить в эту урну со своими пожеланиями, рекомендациями и замечаниями. Основными требованиями туристов являются это номерной фонд, наличие необходимого телевидения, холодильника в номерах, подобного рода услуг. Мы попали как раз на обед. Столовая, как видите, заполнена почти до отказа. Здесь предлагают самые разнообразные блюда и угощения. Есть места на веранде с видом на море. Книга жалоб и предложений пестрит не только записями, но и рисунками. Слова благодарности за теплый прием и отличный отдых на каждой странице. Люди оставляют номера телефонов не просто на память, а с надеждой вернуться в Пицунду вновь. Вкусно. 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 Мы первый день, нам тут не Есть какие-то нарекания? Нет. Все хорошо. День выдался жаркий, солнце нещадно палило с раннего утра. Чистейшее море, песчано-галечный пляж всего в нескольких шагах от корпусов так и манил. Почти 40 градусов, а люди и не думали уходить в тень. Особенно дети, которые строили на берегу замки из песка и прыгали в воду с пирса. И вот маленькая неприятность. Одному из малышей неожиданно стало плохо. Медицинская помощь подоспела в мгновение ока, и ребенок был доставлен в ближайший медпункт. Тепловой удар, морской воды немножечко попало ему в желудок, поэтому ему стало плохо. Но мы провели нужные действия в этом плане. Первая помощь – это противорвотная. Сейчас померим температурку, и дальше уже будем смотреть, что нужно делать дальше. А в первую очередь это противорвотное, чтобы ребеночку стало легче. Всего таких медицинских пунктов здесь 3, и в них работают лучшие врачи и медсестры района. С препаратами проблем нет. Руководство курорта предоставляет необходимое своевременно, утверждает главный врач курорта. Мы работаем на пике просто, на пике износа, но в данный момент тут несколько факторов, по которым мы не можем открыть еще один дополнительный медпункт, в том числе это кадры. Здесь в основном работают люди, которые работают здесь годами. Наработанный коллектив, за которым мы свободны. Они очень профессионально, они хорошо знают именно нашу работу, оказание первой помощи, курортные нюансы. Очень большое количество детей, поэтому тут тоже надо помнить, что должен работать человек, который имеет опыт работы с детьми в том числе. На территории работает и курортная поликлиника, в которой оказывают полноценную медицинскую помощь. Бактериологическая лаборатория – гордость работников комплекса. Мы регулярно, ежедневно берем посевы воды, смывы в столовых. У нас 3 огромных столовых. Органолептическая оценка пищи, биохимический анализ продуктов, в общем-то, посевы, смывы и так далее, и так далее. Мы постоянно сеем питьевую воду, как я только что уже говорила, и постоянно сеем морскую воду. Я хочу вас обрадовать. На данный момент, буквально только-только получили результаты последних анализов позавчерашнего забора воды морской, у нас идеально. На данный момент идеальная вода. Одновременно курорт Пицунда принимает более 2500 человек. Несмотря на то, что курортный сезон начался с низкими показателями, а в мае месяце текущего года здесь отдыхало всего 319 человек, сегодня объект загружен на 100%. Курорт Пицунда должен в конце концов уже начинать предоставлять услуги, которые используются спросом, потому что по настоящее время можно говорить, что единственным и основным фактором привлекательности для туристов это является природно-климатический фактор. Это уникальный микроклимат и это красивое прекрасное море, которое манит к себе туристов. Если предприятие будет эффективно вести свою хозяйственную деятельность, у курорта Пицунда будет возможность рассматривать вопрос о модернизации номерного фонда и предоставлении более качественных услуг. Планируется внедрять новые технологии, которые позволят объекту работать в полную силу. Начали с маркетингового исследования, которое позволит выявить слабые стороны. Есть глубокая убежденность, что курорт Пицунда – это не дотационное предприятие, это предприятие, которое способно самостоятельно зарабатывать доходы и осуществлять капитальные вложения. Это предприятие, которое требует не только модернизацию номерного фонда, но и реорганизацию всей системы обеспечения отдыха туристов. Впереди множество планов. Курорт Пицунда уже достаточно давно нуждается в модернизации номерного фонда.
Но и, конечно же, давно назрела необходимость предоставлять более качественные услуги сервиса. Для этого, возможно, вся территория объекта будет разделена на зоны. Необходимость разграничить активный отдых от семейного и других уже очевидна. Все варианты будут тщательно изучены и после проработки и обсуждения будут изложены учредителю объединения пансионатов курорта Пицунда, Министерству по курортам и туризму Абхазии, за которым и останется последнее слово. Все понравилось. Море очень чисто, не ожидали. То есть это были там где-то в Египте, красивое Турции, море, да, и ничуть не хуже, чем здесь. Море просто шикарное. И питание, и доступные цены сами не ожидали, пока сами не увидели. Природа очень красивая. И природа очень красивая. То есть Египет, Турция вообще отдыхает по сравнению с вашим городом Абхазии. Нисфа Аршба, Алексей Агухава, Илья Агухава, Абхазское телевидение.